На первый взгляд могло показаться, что это обычный урок, но за партами сидят вместе с учениками преподаватели. А вместо классной работы 25 вопросов по истории Ингушетии, традициям и обычаям. В рамках декады ингушского языка в столичном лицее организовали этнографический диктант. Первые 20 человек смогли проверить свои знания. Истории, традициям, обычаям посвящены 15 вопросов. Остальные 10 вопросов – это касаемо языка. Это акция, скорее всего, акция такая в течение всей недели родного языка. И там будут принимать участие совсем другие и ученики, и учителя. Уже мы будем выбирать из них как-то. И вопросы, которые мы включили туда, мы написали на русском языке, чтобы учителям было легче, потому что там не учителя ингушского языка, но в любом случае и вопросы, и все это чисто касаемо нашей истории, нашего языка и наших обычаев и традиций. Задания этнографического диктанта подготовлены в форме тестов, где участникам предлагается несколько вариантов. Тут нет особо сложных вопросов, но в общем они дают представление, насколько хорошо мы знакомы с историей, традициями и некоторыми нормами языка. Ведь, как отмечают организаторы, главной целью было узнать о пробелах в знаниях. А чтобы этнографический диктант стал интересным, помериться своими силами смогли и преподаватели, и учащиеся. Диктант участники могут подписаться, могут и не подписаться, потому что там пронумеровано все. И если они хотят узнать свой результат, мы вывесим таблицу, где написаны номера и баллы, которые они получили. Лиза Ужахова преподает ингушский язык уже более 20 лет, и сколько себя помнит, она стремится проводить уроки так, чтобы они были не только содержательными, но и интересными. Педагог уверена, что только так можно сохранить родной язык. Только зная, только любя свой язык, можно выучить все остальные языки. А если ты не знаешь свой язык, язык своих предков, так скажем, и другие языки ты освоил, а свой не знаешь, тогда ты какой нации ты? Определись, кто ты по нации. Вот когда мы говорим, человек какой-то, вот такой он национальности, язык у него какой, танец у него какой, обычаи у него какие. Вот и наши предки задавались тем же вопросом. И человек должен был показать свой танец, свою песню, свои обычаи и, естественно, разговаривать на своем языке. Вот только так мы можем укрепить этот язык среди молодежи, среди детей, только говоря, только показывая его в самом лучшем свете. Услышав, что проводится этнографический диктант, учитель французского языка Танзила Бекова решила сесть за парту. На все 25 вопросов она ответила, но признается, что в списке заданий были как легкие, так и задания повышенной сложности. Очень сложный был вопрос, что означает слово «воттагар». Я ответила на него, и я надеюсь, что я очень правильно ответила. Вообще сказать честно, вопросы интересные довольно-таки, и это те вопросы, ответы на которые мы должны знать. Это история Ингушетии, это о самом ингушском языке. Мы, несмотря на то, какой мы предмет преподаем, мы обязаны знать ответы на эти вопросы. Поэтому я с огромным удовольствием приняла участие при приглашении поучаствовать в этом этнографическом диктанте. Духа состязания у нас с нашими учениками нет. Почему? Потому что я надеюсь, что наши учащиеся ответили очень хорошо, потому что все знания у них свежи. Они это как раз это тот момент, когда они это изучают, и я надеюсь, что даже пусть они ответят лучше нас. Для нас это будет, наоборот, огромный успех, если наши учащиеся будут лучше нас знать. И мы постараемся догнать их. Мадина Берсановна обычно организует мероприятия, которые проходят в лицее, но сегодня она вместе со всеми отвечает на задания этнографического диктанта. Она уверена, что необходимо поддерживать любые мероприятия, которые проводятся с целью популяризации ингушского языка. Она рассказала нам, что в их учебном заведении ежегодно проводится конкурс «Лицейская весна», в рамках которого ребята берут какую-то тему и отрабатывают ее. В прошлом году это были обычаи и традиции стран мира, и что отрадно упор дети делали на своих, ингушских. Большинство классов представляют номера на ингушском языке, то есть показывают свои адаты, обычаи, номера, которые показывают эти обычаи, адаты наши, танцы, песни на ингушском языке, именно на ингушском языке. Сейчас тема, она стала просто, мы давали тему мира, а дети ее приурочили именно на ингушском языке, хотя у нас такой это и не было задачи.
сами дети взяли. Настолько у нас это все так развито, именно тема ингушского языка. Учащиеся 9 классов Ахмед Евлови и Ислам Алиханов тоже решили принять участие в этнографическом диктанте и проверить свои знания. На все вопросы они ответили, правда, иногда у них возникали некоторые сомнения. Вот я ответил: показать невесте дорогу к роднику. Вот, но я не уверен в своем ответе. Ну, потому что здесь, наверное, слово «хи», что означает в переводе «вода». Вот, скорее всего, показать невесте дорогу к роднику. Такие диктанты необходимы для того, чтобы их надо проводить чаще, чтобы в первую очередь знать свои традиции, чем занимались наши предки. Было бы хорошо, если бы такие диктанты хотя бы проводились раз в месяц с каждыми участниками. По большей части мне понравились вопросы, связанные с историей, например, такие вопросы годообразования Ингушской автономной области, кто был участником создания Ингушской автономной области. Такие вопросы я думал, что не знаю, но все же у меня получилось на них ответить. Кто был активным участником создания Ингушской автономной области? Ну, Зязик Идрис, наверное, Мисутанович. Годообразование автономной области, это 1924, наверное, год, я думаю. Этнографический диктант в стенах лицея в рамках декады ингушского языка проводится впервые, и пока в нем приняли участие только 20 человек. Но организаторы уверены, что до конца акции желающих будет намного больше.